В Южной Осетии прошел конкурс на лучшее детское сочинение на тему геноцида осетинского народа в 1920 году. Что я о нем знаю? Организованный уполномоченным при президенте Республики по правам ребенка Гульнарой Кузаевой. В конкурсе, приуроченном к столетию геноцида осетинского народа и прошедшем при поддержке президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, приняли участие школьники из столицы и районов республики от 14 до 17 лет. Среди них двое воспитанников кадетской школы Министерства обороны республики, ученица 11 класса Илона Малдзыкова и выпускник этого года Сергей Харебов. Это было 100 лет назад. Прошло 100 лет, но такие кровавые преступления не имеют срока давности. Они не могут быть забыты. И не может быть прощения таким преступлениям против человечности. Мы должны сохранить в памяти подрастающего поколения трагедии геноцида осетинского народа, жертвой которого стали более 2000 детей. Мы должны знать и помнить об этом. Участница Илона Малдзыкова рассказала, что конкурс проводился во время дистанционного обучения. Моя учительница Ная Юрьевна позвонила мне и предложила написать сочинение на эту тему. Узнав тему сочинения, я задумалась. И я посчитала то, что эта тема очень важна, потому что я живу в Осетии, я должна знать историю своего народа. Малдзыкова собирала материал при помощи интернет-ресурсов, а также изучила произведение Саломи известного остинского писателя Арсена Косуйта, в котором автор показал трагическую судьбу остинской женщины и ее семьи в тот период времени. Собирая материал и разглядывая различные иллюстрации, различные картины, которые были написаны на эту тему, было очень грустно. Не только грустно, горестно смотреть на это все. Смотря на картины, можно было просто перенестись в то время, понять, какое горе испытывали люди, через что они прошли. Кадет Сергей Харебов отметил, что, получив предложение принять участие в конкурсе от Нейс Хавребовой, согласился, не раздумывая. Я думаю, что это тема, которую нельзя так оставлять. Каждый должен об этом знать, каждый должен об этом помнить. Брат моей прабабушки был в плену у грузин в это время. В сочинении я хотел рассказать о боли своей семьи, что в ней случилось и как это произошло. Я ощутил всю ту боль, которую испытывали в эти времена все люди народа Осетии. Отметим, целью данного конкурса являлось сохранение в памяти подрастающего поколения трагедии геноцида остинского народа. Тераса Кудалаева, Агунда Кудалаева, Инга Чехоева, Сергей Кочев, Алан Схавребов специально для ГТРК ИР.